В Сыктывкаре завершился 14-й гражданский форум Республики Коми. Главная тема этого года – консолидация гражданского общества как основы для развития Республики Коми. На площадках форума говорили о патриотизме, семейных ценностях, здоровье и бизнесе. Эксперты обсуждали проблемы и предлагали пути их решения. Все они вошли в резолюцию. С форума передает Дарья Волокжанина. Курс на патриотическое воспитание всех детей, молодежи, взрослых. Такие задачи стоят перед гражданским обществом республики. В рамках форума прошло пленарное заседание, на котором общественники, представители органов власти, депутаты и просто активные жители республики обсудили, на какие сферы необходимо обратить внимание. Все темы, вынесенные для обсуждения на площадках 14-го гражданского форума, актуальны, значимы для нашего региона. Безусловно, самым важным сегодня являются вопросы укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Все, что касается патриотизма, сохранения исторической памяти, повышения гражданской активности молодежи, популяризация традиционных семейных ценностей, все это сегодня должно быть в центре внимания гражданского общества, республики и страны. Провести работу со школами, особое внимание уделить кадетскому движению и вести занятия по начальной военной подготовке. Не забывать и про историю. Любовь к родине должна прививаться с самого детства. Во времена фейков и информационной войны нельзя допустить переписи истории. Об этом говорили на площадке по сохранению исторической правды. Сегодня и убеждать никого не надо, что в мире, в России особенно, огромный запрос на правду историческую, поскольку очень много сегодня фейковой информации, очень много информации, искажающих историю нашего государства. И вот в этом большом массиве очень трудно разобраться и детям, и молодежи, да порой и взрослым. Поэтому говорить на эту тему надо, поднимать эти вопросы нужно, обсуждать нужно. Большое внимание выборному процессу среди молодежи. На площадку «Общество и выборы» неспроста было приглашено молодое поколение. Вместе с ними эксперты разбирались, почему молодежь не ходит на выборы и как это исправить. Поговорили и о возможностях участия молодежи в муниципальном управлении. К пониманию, что нужно сделать, чтобы люди пробудились, чтобы вы поняли, что суверенитет в их руках. В их молодежи руках. Я сегодня приводил пример, что в 131 законе о основах местного самоуправления как минимум две формы прямого участия в управлении, на муниципальном уровне, с 16 лет. 16 лет. Это территориальное общественное управление и инициативные проекты. То есть ребята, еще школьники, могут собраться и создать ТОС свой, территориальный. Кто это делает? Не делают. Потому что многие взрослые этого не знают. Поговорили о здоровье-сбережении и о семьях, опять же, молодых. Мер поддержки для тех, кто только вступает в семейную жизнь, много. Помощь с жильем, социальные выплаты, мат-капитал. Тем не менее, идеальных условий для создания семьи пока нет. В ходе мозгового штурма эксперты и участники выявили ряд проблем, с которыми сталкиваются молодожены, и предложили пути их решения. 14-й гражданский форум Общественной палаты Республики Коми заканчивает свою работу. Он подтвердил, что в нашей республике живут не безразличные люди. Они искренне хотят сделать жизнь нашей республики лучше. Масса интересных предложений по тому, как сохранить здоровье людей, как развивать семейные ценности, как сохранить все лучшее, что есть в наших людях, как развивать патриотизм. Что такое патриотизм? Как привлечь молодежь на выборы? Все это было в предложениях. Предлагали представители некоммерческих общественных организаций, представители общественных советов городов и районов. Все это войдет в резолюцию нашего гражданского форума. И над всем этим Общественная палата Республики Коми будет работать в следующем 2024 году. Все предложения, собранные на площадках форума, передадут для детальной проработки в профильные ведомства. Дарья Волокжанина, Алексей Паршуков, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.